прямом эфире новости Татарстана. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Масштабно и содержательно. Хочу построить большую великую компанию. Чему в Казани учили на бизнес-форуме, увидел Дмитрий Аренин. Галереи, бутики, кафе и все на территории заводов. Разнообразие архитектурных решений опирается не просто на что-то европейское, это традиционные татарские орнаменты. Как архитекторы предлагают преобразовать промышленную зону Казани, увидела Зарина Ахметова. Почему все чаще на дорогах страдают дети? Представьте, 400 жизней сохраненных. Представьте вот перед глазами. Как в республике собираются понизить количество несовершеннолетних, попавших под колеса? И почему аварий на федеральных трассах становится все больше, выяснил Сергей Хайдаров. В серых тонах, но очень яркая. Настоящая атмосфера, абсолютное искусство и мастерство. Матисс, Пикассо, Шагал. Выставку знаковых художников Европы в Казани увидела Вероника Гайнутдинова. С небывалым российским размахом сегодня в Казани прошел предпринимательский форум «Мой бизнес». Одноименные форумы проходят по всей стране в течение года. Столица Татарстана стала 6-м городом по счету и 1-м по числу участников. Их организаторы насчитали более 12 тысяч. На сцене форума выступили успешные предприниматели и эксперты. С каким багажом знаний бизнесмены едут домой, узнал Дмитрий Аренин. Супер! Хочу построить большую великую компанию. Такие наполеоновские планы у молодого бизнесмена из Элисты. Алдар Болдырев в разных городах страны развивает свою сеть общепита. Полезный форум, потому что я могу здесь взять инициативу в свои руки и просто знакомиться с людьми. Вот у меня уже тут получается несколько человек, которые одни упаковывают бизнес, другие создают сайт. Третий парень вроде как хочет инвестировать. Казанская самозанятая Эльвина Герфанова на форум пришла, чтобы набраться бизнес-опыта. Уже полгода девушка дает уроки английского и немецкого языка. Получить заряд мотивации от таких выдающихся личностей, зарядиться положительные эмоции и познакомиться с успешными людьми. Что делать, чтобы стать бизнесменом, и дело шло в гору, учили с утра до вечера. Форум проходит в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. Как отметил Рустам Миниханов, в республике будут делать все для поддержки бизнеса. Не секрет, что все эти бюрократические препоны, они существуют. Мы стараемся изменить отношение к власти, к бизнесу, и мы постараемся сделать так, чтобы среда возможности в республике были максимальные. За выступлениями на форуме следили по онлайн-трансляции во многих городах республики. Как подсчитали аудитории в зале и у экранов, собралось более 12 тысяч. Это рекорд. Вы самые массовые. Мы не собирали еще 9 тысяч участников, мы не организовывали трансляции в другие города. Вы сделали этот форум. Такие форумы в России будут проходить до конца этого года. В плане еще более 20 городов. Дмитрий Аренин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Галерея современного искусства, концертный зал, жилой комплекс и все на территории завода. Оживить промышленные объекты – такова задача молодых архитекторов со всей России. Сегодня они побывали в городе инноваций на Полисе, а после прогулялись по руинам промзоны Казани. На их языке это называется биеннале. В столице начинающие проектировщики предложили 30 разных идей, которые преобразят территорию сантехприбора и портового элеватора. Как увидела Зарина Ахметова. Когда-то здесь кипело производство, а сегодня на территории завода «Сантехприбор» остались только вот такие вот развалины. Некоторые здания даже приравниваются к объектам исторического значения. Просто так сносить их нельзя, потому архитекторы предлагают другой вариант – вдохнуть новую жизнь в это пространство. Мы предлагаем первые этажи открыть и пустить поток людей, получается, вдоль первого этажа. Вместо заброшенного завода будет умный. Таким сантехприбор видят молодые казанские проектировщики. Здесь предлагают не только разрабатывать, но и опробировать идеи в сфере строительства. Институт будет изучать проблемы экологии, проблемы устаревших СНИПов, вносить их на федеральном уровне так, чтобы
потом этим всем могли воспользоваться застройщики. Идея Сибири создать здесь жилую застройку, причем с национальным колоритом. Разнообразие архитектурных решений опирается не просто на что-то европейское, это традиционные татарские орнаменты. А это уже территория портового элеватора. В полной мере промышленные постройки уже не используются, зато открывают простор для творчества молодых архитекторов со всей России. Это проект трансформации портового элеватора в городе Казани. Он находится на северной косе. В принципе, здание, которое здесь находится, это сам элеватор. Мы предлагаем трансформировать в дата-центр, используя конструктив его. И вторую часть трансформировать в коворкинге, стартапы, то есть такой сделать некий технологический хаб. Оживить, восстановить и придать снова функционал промзонам. Решить эту задачу призваны 30 различных вариантов от участников второй архитектурной биеннале. Это реальные территории в Казани, которые нашим генпланом заложены как точки роста, как точки развития, и мы не имеем конкретного видения как город и как республика о том, как это должно быть устроено. Таких точек роста в генплане столицы 13. Со временем их желают превратить в жилые пространства с комфортной средой и социнфраструктурой. И если на биеннале Казань получает новые идеи, то начинающие архитекторы ни с чем не сравнимый опыт. Мы стараемся подталкивать архитекторов в разных точках России. Мы даем понять, есть молодые, талантливые архитекторы. Нет необходимости уезжать за границу в поисках специалистов. Нужно смотреть, кто есть в вашем городе, и приглашать их. Такой архитектурный фестиваль продлится до субботы. За это время жюри предстоит выбрать 4 лучшие работы, а участников ждут встречи, круглые столы и семинары с экспертами. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Иннополис, Казань. Адмиралтейская слобода осталась без торговых центров. А нужны ли они вообще в исторической части Кировского района Казани, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов поручил проверить обоснованность повышения цен на соципотечные квартиры от ГЖФ в Салават-Кюпере. Об этом сегодня заявили в Кремле. Напомним, изменение расценок накануне анонсировал Госжилфонд. Уже к концу года дома в 3 и 4 кварталах Салават-Кюпере сдадут за 42 500 рублей. Пока метр в этом казанском микрорайоне стоит 32 500. Безусловно, президенту республики доложили о том, что со стороны застройщиков поступила такая инициатива об увеличении стоимости. Руслан Нургалиевич дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразования фонду, соответственно. Но при принятии решений руководствуется исключительно важным принципом, чтобы жилье оставалось доступным для той категории граждан, которые нуждаются в такой форме социальной поддержки. Число аварий удалось снизить, но все чаще на дорогах погибают дети. В этом году в Татарстане произошло больше 3000 ДТП, в которых не стало 238 человек. Если сравнить это, каждый день в авариях умирает один татарстанец. Такие цифры сегодня озвучили в Доме правительства. Здесь заседала комиссия по безопасности. Причиной смертельных аварий – обгон в неположенном месте и пьяные за рулем. Представьте, 400 жизней сохраненных. Представьте вот перед глазами. Еще 5 лет назад на дорогах республики в ДТП в год умирали 900 человек. За 9 месяцев этого года 238 смертей. Но и эта цифра могла бы быть ниже, говорят инспекторы. В некоторых районах Татарстана показатели аварий только растут. Намеченная цель не достигнута в 14 районах, при этом в 9 из них, отмеченных на слайде красным цветом, допущено превышение уже годового показателя. Таким образом, имеется риск не достичь цели стратегии в целом по итогам года. Районы на связи, к отличившимся обратился Шамиль Гафаров. Или это только мне кажется, что Дрожжановский район слишком часто в зону критики попадает? Вы нам не подскажете, что нам нужно сделать, чтобы вы улучшили свою работу в этом направлении? Если показатели аварий и смертей в республике удается снизить, то дети под колесами погибают или получают травмы все чаще. Только в этом году погибли 13 несовершеннолетних. В каждой 8-й аварии участвуют дети. 24 июня в Лаишском районе водитель автомобиля «Тойота» не выбрала скорость, обеспечив безопасность дорожного движения, совершил опрокидывание в кювет. В результате происшествия погиб 5-месячный ребенок, который перевозился на переднем пассажирском сиденье автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве, которое абсолютно не было закреплено. Каждое третье ДТП в нашей республике происходит именно по вине пешеходов. Об этом говорит статистика. Но автоинспекторы утверждают, что под колеса люди попадают из-за собственной невнимательности. Чаще всего они в наушниках, глаза смотрят в телефон, что происходит вокруг, вообще не видят. Таким образом, на пешеходных переходах только в этом году погибли 28 человек. Причем многие даже не доходят до зебры. Перебегая дорогу в неположенном месте, жизни лишились 55 человек.
обвиняем тех, кто за рулем, но в то же время он в наушниках, в телефон, переходит дорогу. Мы с большим уважением относимся к пешеходам, но также тоже нельзя. Когда и насколько ужесточат наказание для пешеходов, неизвестно, но такую задачу комиссия перед собой поставила. Еще одна цель – повысить количество мероприятий по изучению ПДД в школах. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Сходили на охоту, и в итоге каждому грозит до 5 лет тюрьмы. В Татарстане полицейские задержали 5 браконьеров. В лесу недалеко от села Монастырское Тетюшского района мужчины без разрешения вели отстрел кабанов. На месте сотрудники полиции изъяли 3 автомобиля, ружья, охотничьи патроны, ножи, радиостанции и мобильные телефоны. Напомним, официальный сезон охоты стартовал 1 июня и продлится до конца февраля. Разрешение на отстрел кабанов в республике есть у 2110 охотников. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная охота, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 5 лет. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана, и далее выпуски. Наука для прогресса. Технологические новшества позволяют более эффективно, качественно работать. Какие уникальные наработки могут появиться в татарстанской промышленности? На заседании Татнефтехим Инвестхолдинга узнал Рамиль Шайдуллин. В серых тонах, но очень яркая. Потрясающая атмосфера, абсолютное искусство и мастерство. Матисс, Пикассо, Шагал. Выставку знаковых художников Европы в Казани увидела Вероника Гайнутдинова. Татнефть рассматривает возможность возобновления работ на территории Ливии в рамках проектов по разведке. Об этом сегодня стало известно на совете директоров компании. Его провел Рустам Минниханов. С казахстанской «Казмунайгаз» составлена дорожная карта по внедрению в отрасль передовых технологий татарстанской компании. В Узбекистане наши нефтяники подписали условия о создании СП. В Туркменистане реализуется сервисный контракт. И сегодня Рустам Минниханов провел совещание по итогам работы малых нефтяных компаний в 2019-м. Президент отметил, компании с начала года добыли больше 5 миллионов тонн нефти. По итогам 3-го квартала сохранена положительная динамика нефтедобычи. Рост составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря стабильности в экономике республика реализует все намеченные проекты. Малые компании отгрузили продукцию на 122 миллиарда рублей. На все уровни бюджетов заплатили 88 миллиардов рублей налоговых платежей. Это составляет 11% всего объема налоговых, неналоговых доходов, мобилизованных на территории республики. Промышленности нужны умные каски. Татарстанские нефтехимики смогут начать работать с технологией дополненной реальности. Все благодаря специальным шлемам, проецирующих чертежи. Взять такую разработку на вооружение им предложили на заседании Совета директоров Татнефтехим Инвестхолдинга. О прорывных решениях Рамиль Шайдуллин. Last time I met Татарстан президент мистер Минниханов. О том, что это предложение по-настоящему мирового значения, говорят хотя бы применяемые технологии. Компания из Финляндии предлагает пилотам внедрить в Татарстане умную униформу. Это носимый компьютер, который можно использовать где угодно. Считаю, что Татарстану это устройство будет полезным, потому что повышает эффективность всех промышленных предприятий почти на 80%. Все потому, что все подсказки и документация будут находиться прямо перед глазами. Технологии уже применяются в жизни, но только входят в промышленность. Я считаю, что это уже жизненная необходимость. Это не игрушка, а когда вот эти технологические новшества позволяют более эффективно, качественно работать. Если и говорить об униформе будущего, то наверняка не обойтись вот без этого уникального атрибута, той самой умной каске, в которую встроен специальный глазок, через который и проецируются чертежи, схемы и многое другое, на что сегодня
приходится отвлекаться. Другое предложение по линии ускорения электронов. Ученые физики упростили этот сложный процесс, создав специальную установку. Она будет делать детали гибкими и одновременно прочными. Сшиваем ее электронами, затем нагреваем, она вспоминает тут же свои первоначальные размеры и плотно облегает стык кабелей или труб. Я думаю, что надо создать рабочую группу. А это предложение освежит все иловые поля. Их могут начать очищать прямо на месте. При этом мы предлагаем использовать негашенную известь и активированный циолит. Мы выбираем технологии. Как уже было сказано нашим президентом Рустамом Нургалиевичем, мы до конца должны определиться непосредственно, что мы можем предложить, потом, чтобы эту технологию можно было транслировать по всей Российской Федерации. Как и вспомнить имя Николая Лемаева. В ноябре исполнится 90 лет со дня рождения первого директора Нижнекамскнефтехима. Рустам Минниханов поручил достойно отметить эту дату в Татарстане, а по большинству полученных предложений создать рабочие группы. Рамиль Шайдуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. 11 мировых судей республики сегодня получили служебное удостоверение. Их вручил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Сейчас в Татарстане работают 188 мировых судей, и на них большая нагрузка. В месяц на одного служителя Фемиды приходится около 230 дел. Спикер парламента отметил, сейчас идет пополнение штата судебного корпуса республики. Многие судебные участки ремонтируются, в соответствии с планом выделяются средства. Штатная численность пополняется, и в этом году мы еще 32 единицы смогли вытребовать, если так можно сказать. Это очень большая ответственность. Мы благодарны нашей республике за возложенное, за то, что нам оказано такое доверие, за достойное поддержание авторитета судебной власти. Молодежь Татарстана борется с коррупцией. Пока в формате игр, лекций, мастер-классов и тренингов. Сегодня в Казани началась республиканская молодежная смена «Фронт противодействия коррупции». 100 студентов формируют команду татарстанской программы «Не дать не взять». Получают новые навыки. Также учиться борьбе со взятками будут через интерактивные тренинги и общение. Вопросы антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды приобретают все большую значимость сейчас для государства. И эффективность этой работы напрямую зависит от того, как мы сможем вовлечь в нее молодежь. Школьников, студентов. Студенты — это, наверное, те люди, которых очень много, и если они все начнут трубить о том, что существует такая проблема, то их услышат. Россия заняла 14 место среди стран для путешествий по дикой природе. Список возглавила Финляндия. Этот рейтинг охватывает 107 государств. Основные критерии – количество нацпарков, биоразнообразие и риск исчезновения животных, внесенных в Красную книгу. Об этом сегодня рассказали на международном форуме «Ориентиры будущего» в Казани. Он собрал экспертов со всей России и стран ближнего зарубежья. Тысячи гостей обсуждают развитие экотуризма, территориальной идентичности и диджитал-технологий. У нас в республике всего более 180 особо охраняемых природных территорий. Это федерального уровня, регионального уровня. На самом деле у нас, наверное, скажем, основные туристические потоки приезжают в Татарстан не столько на природные территории, но мы обладаем такими. И, конечно, наша задача, чтобы доля экологического туризма в общей структуре и потока, и экономики она росла. Многие думают, что экологический туризм – это костер, палатка, гитара. Это далеко не так, потому что в день человек тратит $200-300. Поэтому это достаточно высокодоходный бизнес и социально ответственный бизнес. И в рамках форума «Ориентиры будущего» в Казань приехали журналисты из Восточного Казахстана. Сегодня у них началась экскурсия по достопримечательностям республики. Кремль, Болгар, Свияжск. Коллеги нам посоветовали увидеть казахстанское озеро Маркаколь, Усть-Каменогорскую мечеть и Рахмановские ключи. С чем они сравнили Кулшариф и почему стоит посетить Восточный Казахстан, расскажет Салават Мухаммадуллин. Здесь очень красиво, очень наши народы схожи, что казахи, что татары. Даже взять и язык, если взять, и узоры. Это их первое впечатление. Сегодня они в роли туристов в Казанском Кремле, чтобы потом в роли журналистов и блогеров рассказать о Татарстане у себя. Спасская башня, Кулшариф, Сюмбике – это у нас. А чтобы мы увидели, если бы сегодня приехали в Усть-Каменогорск? Посмотрите обязательно, у нас есть озеро Алаколь. Это целебное озеро, оно точно такое же, как озеро Кемер в Турции, практически точь-в-точь. Обязательно посмотрите озеро Зайсан, горы. У нас такие горы вы бы видели, и есть Катон-Карага обязательно, это вторая Швейцария считается. Бонусом и маленький урок казахского языка, тоже на случай поездки. Что-нибудь на казахском, что должен знать каждый турист? Қалыңыз қалай, мысалы,
Бір жерден екінші жерге жету үшін қандай көлікпен бара аламын? Мысалы. Очень сложно, вы мне потом на листочке напишите. Это значит вопрос, как и на чем добраться. Кстати, до нашей республики из Казахстана в прошлом году добрались 19 тысяч туристов. И этому показателю есть куда расти. Тем более, у нас много общего. В Каменногорске есть такой большой мечеть исламский, который одновременно может 3000 мусульманин зайти и читать намаз. Много похожего, да? Да. Почти можно сказать 100% это похоже на друг. Сотни фотографий, заметок и диктофонных записей. И это только первый день гостей из Казахстана в Татарстане. Впереди у наших коллег экскурсии в Болгар и Свияжск. Программа рассчитана до 26 октября. По итогам этого трипа о нашей республике расскажут в казахстанских журналах, газетах, в соцсетях и на телевидении. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Животных Казанского зоопарка усыпят, но только на время переезда. 34 вида африканской фауны готовят к новоселью в новый зоопарк. Переселение планируют начать уже в ноябре, а первых посетителей зоопарка «Река Замбези» встретят уже на новогодние каникулы. Обо всем Алия Харудинова. Даже крик приматов сегодня кажется радостным. Переезжают в новый зоопарк «Река Замбези». Пока у жителей республики будут ноябрьские праздники, у животных новоселье. Обживать 7 гектаров будут 30 видов африканских животных. Перед переездом их обездвижат. Это значит, они будут кратковременно вводиться в наркоз с помощью дистанционного инъектора, после чего другим препаратом они будут выведены из этого наркоза. Старушка Захария переедет самый последний, причем без наркоза. Понадобится лишь вагон-экран. Весит бегемот 3 тонны. Чтобы зимний период не сказался на здоровье животных, сотрудники зоопарка особое внимание уделяют питанию. Приматы очень любят фрукты, но, как и люди, они подвержены острым респираторным заболеваниям. Поэтому зимой их рацион пополнится чесноком, луком, медом и даже отваром шиповника. Река Замбези к приему новых жителей готова. Там уже начался отопительный сезон и завершена высадка зеленых насаждений. Изменится и старый зоопарк. Это все в планах. Старой территории мы хотим посвятить России. Это условно 3 части они будут из 3 частей. Это остров Врангеля, озеро Байкал и река Уссури. У зооботсада будет и 3-я часть. Ее уже посвятят Южной Америке. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Очереди в Казанском Эрмитаже сегодня даже больше, чем в Петербурге. Все пришли увидеть Матисса, Пикассо, Шагала. Картины знаковых художников впервые в Казани. Есть работы и других художников, которые выставляются в первый раз за всю историю. Почему выставку называют яркой, но в серых тонах, знает Вероника Гайнудинова. Свет в зале, освещение каждой картины и цвета стен. Абсолютно все здесь подобрано специально. Эту выставку называют в серых тонах, но яркой. Яркой мастерами искусства Пикассо, Шагал, Матисс. Здесь они как единое целое. Это очень умная, очень интересная выставка, потому что она дает нам возможность почувствовать, окунуться в атмосферу этой жизни Западной Европы, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что красиво, что некрасиво. На выставке художники разных стран, поколений, политических жанров и художественных пристрастий через произведения осмыслить эпоху, оставшуюся в тени мировых войн. Они были привезены из Германии после Второй мировой войны. И вот специально для нас несколько таких работ здесь уже после изучения специалистами Эрмитажа, они впервые здесь представляются. Это настоящее открытие. На уроках проектирования и пропедевтики мы копируем работы Анри Матисса. И некоторые из них я увидела сегодня здесь. Потрясающая атмосфера, абсолютное искусство и мастерство. Впечатления очень разные. Кое-что было знакомо, кое-что совершенно, но я с большим интересом смотрю. Работы дополняют друг друга. И Матисс, и Шагал, и Пикассо, и вот другие немецкие художники. Но это супер. Для Казани просто это очень большое событие. Легкость, элегантность, собственный стиль и шик не только в картинах. Выставка многожанровая. Здесь живопись, графика, скульптура, киноафиши, костюмы дерзкого стиля ар-деко.
Эту выставку, говорят, нужно посмотреть как минимум 2 раза. Не только потому, что выставлены работы знаковых художников. В феврале здесь будет смена картин. Всего же выставка проработает до конца мая следующего года. Вероника Гайнудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». До встречи в 21:30. Здравствуйте! О погоде после небольшой информации. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166. Адрес Восстание 23. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, днем без осадков +10. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также 10 градусов тепла, солнце временами будет выглядывать из-за туч. Для севера Татарстана 25 октября будет теплым и сухим, +10. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, синоптики осадков не обещают. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном 12 градусов выше нуля, без осадков. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше около 11 градусов тепла. Облачная погода с прояснениями. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Тонтана. Озанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Не знаете, где провести юбилей, званый ужин, никах? Банкетный зал «Тонтана» ждет вас. Полностью халяльное меню, красивые белые залы на 130 персон. Обслуживание на высшем уровне и многое другое порадует вас и ваших гостей. 25 октября в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Днем 10-12 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%. Магнитное поле Земли спокойное. Дистанционное дробление камней в почках. Бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике ФармТ. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника ФармТ. 292 66 77.